Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития на 26-30 годы. Вопросы поддержки экономики и привлечения инвестиций активно обсуждались и на недавнем экономическом форуме, который собрал большое количество участников и зарубежных делегаций. При этом форум стал не только деловой площадкой, но и инструментом укрепления внешних связей, прежде всего с Россией, остающейся ключевым партнером республики. Вообще о результатах форума, о взаимодействии с Россией, перспективах экономического развития будем говорить с депутатом Ахрой Пачуля. Он у нас в гостях. Ахра Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Ахра Георгиевич, наверное, начнем с новостей. Парламент ратифицировал соглашение содействие, вот такое сложное название, содействие реализации госпрограммы социально-экономического развития на 5 лет. Что важного в этом документе? Аналогичные соглашения проходят процедуру ратификации в парламенте каждые 3 года. Туда включает содействие социально-экономическому развитию. Эта программа действует уже на протяжении многих лет. В этот раз эта программа гораздо шире, и финансовая нагрузка на нее тоже значительно больше. Туда входит в том числе и льготное кредитование, которое тоже действует уже не первый год. Сейчас это объявлено, что будет действовать до 30 года. Каждый год 20 миллиардов рублей. То есть это существенные инвестиции. Народ у нас талантливый, предприимчивый. Уверен, что многие этим воспользуются. Это даст хороший экономический эффект. Параллельно с заседанием парламента еще проходила в Кабмине встреча премьер-министра с предпринимателями, министр экономики встречался с предпринимателями, и речь шла как раз о том, как будут реализовываться эти программы. И одна из интересных идей – это то, что программы кредитования будут через абхазские банки в том числе проводиться. Пока как это будет работать, какой будет механизм, подробности неизвестно, но тем не менее вот такая ведется. Идея тоже обсуждается. И кроме того, Минэк разрабатывает еще 2 дополнительные программы поддержки. Тоже одно из интересных направлений. Это и станет и субсидирование, и какие-то возможности для создания малых средств размещения, и капитальное строение. В общем, много-много направлений. Про это мы еще будем говорить. Вот что бы вы хотели отметить в этой программе, что особенного? Вы сказали, на ее реализацию тоже больше денег отпущено. Это как раз вот то, о чем я говорил. Это вот льготное кредитование. О таких суммах идет речь. Ранее такие проекты на территории Абхазии не реализовывались. Был пилотный проект, 20 миллиардов. Эти деньги успешно были освоены. До этого были суммы меньше. И сейчас наши российские коллеги пришли к тому, что продлили действие этой программы до 30 года. И ежегодно она будет продлеваться. На год реализации этого проекта предусмотрено 20 миллиардов рублей. Это существенная сумма для нашей экономики, для наших граждан, кто хочет воспользоваться этой программой. И вот как раз я это имел в виду, когда говорил о том, что там большие суммы предусмотрены. А как вы оцениваете вообще роль России в реализации этой программы? Роль России трудно переоценить вообще в организации содействию этой программы. Вы знаете, ввиду каких-то, ввиду политического нашего статуса и других сложностей, послевоенный период, у нас какие-то были сложности. Инвестировать в Абхазию особо не желали, скажем так, зарубежные бизнесмены, инвесторы. И сейчас, последние годы, мы наблюдаем, что в основном это россияне очень успешно инвестируют в Абхазию.
и очень довольны. Это дает возможность расширить налогооблагаемую базу, и это интересно и гражданам, это рабочие места, это налоги. То есть я считаю, что с этого пути нельзя сворачивать. То есть мы должны стать образцом инвестиционной привлекательности. Это даст большой экономический эффект. Ахра Георгиевич, если немножко назад вернуться, в начало апреля, когда в Абхазии проходил экономический форум, можем ли мы говорить о том, что экономический форум подтвердил, что Россия является главным стратегическим партнером? Вот что там, на ваш взгляд, важного происходило, какие решения это подтверждают? Сам экономический форум, любой экономический форум в любой стране предполагает создание такой авторитетной площадки, на которой встречаются, представители бизнес-сообщества, представители политики, садятся за один стол, обсуждают глобальные экономические проблемы, вместе ищут пути реализации, сложных, больших проектов. Аналогичная ситуация была и у нас. Вы наверняка все отслеживали, как это происходило. Были наши соседи, наши друзья с Южной Осетии, были представители бизнес-сообщества еще нескольких стран, но Россия была очень широко представлена. Были руководители 8 регионов, были, высшее руководство, представители высшего руководства Российской Федерации, профильных министерств. На мой взгляд, форум удался. Роль Российской Федерации и в организации, и в проведении, и в активном таком участии на всех круглых столах трудно не отметить. Более того, очень активно рекламировалось успешное участие в абхазской экономике российских инвесторов, российского бизнеса. И мы все надеемся, что на этом примере другие инвесторы, другие участники экономических процессов заинтересуются Абхазией. Сегодня Абхазия уже не та Абхазия, которая была 20 лет тому назад, условно говоря. У нас есть что предложить инвестору. И вот на всех российских телеканалах, на всех информационных площадках говорили об этом. И надеемся, что это даст соответствующий эффект. Ахра Георгиевич, десятки соглашений, договоров на полях форума были подписаны, достигнуты, но к реализации, конкретной реализации каких-то договоров уже приступили, возможно, или, может быть, в ближайшее время эти договоренности будут реализованы? Правительство Абхазии в том числе тоже занимается сейчас как раз созданием всевозможных координационных советов, комиссий и так далее. То есть работа в этом направлении ведется, большая работа, и наверняка все эти подписанные соглашения будут иметь продолжение, и они будут реализовываться однозначно. А уровень межпарламентских связей, была ли возможность наладить какие-то дополнительные контакты с вашей стороны, может быть, какие-то договоренности там на полях форума? В рамках форума? Да, в рамках форума. Или нет. Развитие, может быть, каких-то отношений на полях форума? На форуме несколько наших коллег из наших, если можно так выразиться, старых друзей присутствовали. Новых контактов не было, но в рамках этого форума проводились круглые столы на те или иные темы. Наши коллеги участвовали. Я тоже принимал участие на одном из круглых столов. Эта тема касалась виноградарства, виноделия в Абхазии. Также
за этим круглым столом присутствовали, значит, производители из Российской Федерации, научные работники, значит, Министерство сельского хозяйства, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, значит, именно курирующие направления виноделия и виноградарства, будут наши абхазские производители, виноградари. Такой интересный обмен опытом происходил. Люди менялись, обменивались мнениями, значит, обменивались контактами. Ну, собственно, цель экономического форума, наверное, в этом и заключается. На таких встречах обмениваться контактами и дальше уже строить какие-то общие планы для расширения, значит, возможностей реализации других более крупных проектов. Если говорить вообще о реализации этих соглашений, некоторые из них требуют дополнительных, да, каких-то законодательных механизмов, основ, проработки. В том числе уже несколько лет идет работа над гармонизацией законодательства Абхазии и России. В этом плане какие изменения за последнее время и над чем вы сейчас работаете? Основная часть законов, значит, по линии гармонизации, основная часть уже принята, лишь немалая часть пока еще осталась, но, как вы знаете, до конца работы этого созыва осталось меньше года. Работа не остановлена, процесс идет. Это как бы такой сложный немного механизм. Парламент, он же такой коллегиальный, большой орган, немножко неповоротлив, и процедурно это затягивается. Сейчас по итогам проведения экономического форума возможно еще какие-то поправки к некоторым законам возможно поступят. Но пока у меня такой информации нет. Я сейчас говорю, забегая вперед, но я предполагаю, обычно как бы за этим следуют какие-то изменения. Нашим слушателям напомню, у нас в гостях был депутат, заместитель председателя профильного парламентского комитета Ахра Пачуля. Мы говорили о значении сотрудничества Абхазии и России в сфере экономики, о результатах экономического форума.